Проблему сертификации продукции, подготовки кадров и перспективы развития отрасли обсудили участники расширенного заседания Чувашского отделения Союза машиностроителей России. Оно прошло на базе чебоксарского предприятия «Сеспель». Гостей пригласили в новый корпус завода, где собирают танк-контейнеры. Участие в работе совета принял и индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов. Перед совещанием короткая экскурсия и рассказ о возможностях предприятия. Завод «Сеспель» по праву можно назвать инновационным. Здесь для производства цистерн, полуприцепов, различных емкостей для перевозки грузов используют сразу несколько станков для лазерной резки, роботизированные комплексы. На предприятии освоили сварку трением-перемешиванием. И это настоящее ноу-хау. Новый корпус предприятия рассчитан на выпуск до 300 танк-контейнеров в год. Однако на полную мощность завод еще не вышел. Есть определенные сложности, связанные с сертификацией продукции. Эти проблемы и обозначил Владимир Бакшаев уже на совещании. Мы начали регистрировать свой танк-контейнер в морском регистре. Он нам под видом коррозии потребовал поднять толщину до 7 мм стенку. И мы почти с 4 тонн тары перешли в 5 тонн, и мы стали неинтересны на рынке. И это только часть проблем. Сама процедура сертификации может занять до 40 месяцев. А это в современных условиях неприемлемо. Сергей Абрамов, индустриальный директор госкорпорации «Ростех», отметил, Союз машиностроителей России не просто общественная организация, а мощная лоббистская сила, которая может изменить ситуацию. Если вес наших инициатив будет серьезным, просто надо посчитать, насколько он серьезный, то можно будет от Союзмаша готовить обращение на президента. Но это если вес будет весомый. Ну и я думаю, параллельно мы должны будем вместе обратиться в Минпром на министра. А в рабочем порядке мы соответствующие проведем совещание на их площадке. Говорили на заседании и о развитии кооперационных связей. Сейчас концерн «Тракторные заводы» встает с колен. Генеральный директор машиностроительной индустриальной группы Андрей Водопьянов подчеркнул, заводы готовы предложить свои мощности для решения производственных задач другим предприятиям республики. Концерн открыт, особенно там чувашским предприятиям. Мы вот сейчас там уже с Михаилом Сергеевичем проговорили о возможности создания производства резиноармированных гусениц, другой продукции. Поэтому, если мы чем-то можем помочь с точки зрения производства там литейного, мехобработки, сварки, если вы готовы участвовать в нашем производственном процессе кооперации, приглашаем. И мне кажется, что это будет эффективно, полезно. Еще один вопрос, который затронули участники встречи – подготовка рабочих кадров. Причем не только студентов. Отдельная проблема – переквалификация взрослых. Например, в Чебоксарском электромеханическом колледже не хватает для этого педагогов. Нам нужны ваши специалисты, ваши инженеры, техники. Мы их обучим педагогике. Они нам нужны как преподаватели, которые бы работали в вечернее время. Члены Чувашского регионального отделения Союза машиностроителей России отметили, необходимо исключить формальный подход в работе общественной организации. Руководителям предприятий надо громче озвучивать проблемы, активно вносить предложения. И только тогда голос промышленников может быть услышан. Надежда Андреева, Никита Углев, Вести Чувашия.